Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вашего мужчину и узнаем, как он будет действовать, как он будет поступать по отношению к вам. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились, мужчинку своего загадали. Убираю Назар, прошу высшие силы послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Такого интересного мужчину вы загадали. Хитренький мужчина, очень хитренький. Так, между вами сейчас что-то происходит. Какое-то недопонимание, у кого-то ссора произошла, кто-то, вот знаете, мужчина ждет вот наконец-таки каких-то шагов, поступков, даже проявления, да, мужского проявления. А мужчина как бы не мычит, не телится. И вот у вас вопрос, а что происходит? Что на самом деле происходит? То есть, если поссорились, что все, разлюбил, это конец. Если мужчина никак себя не проявляет, ну вот топчется на одном месте, тоже, знаете, вот вопрос, вообще интересно ли я ему, что за поведение у мужчины такое странное. Вы как будто бы в данный период времени смотрите в разные стороны. С вашей стороны я вижу недоумение его поступкам и его поведению. А с его стороны вот идет какая-то игра, какая-то хитрость, даже у кого-то прям манипуляция. Если вы поспорили, поругались, то ему, конечно же, прям так, желание всего, чтобы вы первая признали, да, что были неправы, что там, прости, дорогой, я погорячилась, там, не хотела, там, прости, засранку, виновата и прочее, прочее. Вот очень важно услышать эти слова. И вот он говорит, вот если она первая пойдет, ну, я буду, конечно, рад, сразу же там открою объятия и все, погнали. Но я вам этого не советую делать, не рекомендую. По одной простой причине. Потому что мужчина от природы склонен к хитрости, какой-то манипуляции и даже в каком-то плане шантажу. И если вы поведетесь на эту ситуацию, если вы вот прям не втерпешь, да, ну соскучились, понятно, если любите, вот, если вы первая пойдете на сближение, то он скажет: замечательно, вот теперь мы так и будем жить. И каждый раз, когда мы будем там спорить, ругаться, я просто буду ждать, когда она там созреет, дозреет, дойдет до кондиции и первая придет. То есть это очень удобная и выгодная позиция для мужчины. Вот. По поводу того, скучает ли он по вам, да, конечно, скучает. Ему так иногда не вмоготу, хоть волком вой, но он не признается. Вот какой-то хитрый план. Вот. Для тех, кто переживает, да, что мужчина не мычит, не делится, что отношения не двигаются, тут немножко другая ситуация. Здесь у мужчины есть какой-то от вас секрет. И этот секрет связан с его прошлым. Возможно, какие-то отношения не до конца он там закрыл, там, не поставил эту конкретную последнюю точку. Может быть, у него какие-то сложные взаимоотношения, например, с семьей, там, с родителями, я имею в виду. То есть чего-то вы о нем не знаете. Вот. И мужчинка как бы понимает, да, пока я не избавился от этого прошлого, пока там все точки над «и» не расставил, просто не имею морального, этического права двигаться вперед. И ему нужно больше времени, вот чтобы навести порядок там, сзади, понимаете, почистить свой бэкграунд. Вот, так что, девочки, нормально. Как он будет действовать? Про манипулятора я сказала, он будет ждать до посинения, просто, вот понимаете, уже крапинкой покроется, когда уже прям так прижмет, что хоть иди и вешайся, тогда, девочки, он начнет как-то развивать какую-то бурную активную деятельность, что-то придумывает, что-то, может быть, знаете, как какую-то проблему придумает.
Там, ну, например, если вы раньше вместе где-то проживали, и вдруг там, да, ну так получилось, там взяли паузу, разошлись, вот он скажет: вот у меня была какая-то вещь, я там у тебя забыл, она мне срочно нужна, вот давай искать, вместе искать, пока не найдем. Либо, знаете, как что-то вот типа, вот у меня сейчас такие проблемы, я понимаю, что мы там поссорились, но вот мне нужна помощь. Вот будет искать вот такие узкие места, где можно с вами вот, ну, как-то столкнуться, договориться. Либо мужчина прикинется больным. Все. И причем не вам скажет лично, а через кого-то передаст, что все, он там лежит, температура 49,9, все, последнее там его дыхание, да, и зелови. Либо что его куда-то в больницу поместили. Ну, какая-то вот пойдет паника, да, чтобы вы как испугались, побежали спасать, лечить и прочее, прочее. Так, для тех, кто просто встречается, и мужчина стоит на месте, здесь будет немножко по-другому. Здесь мужчина начнет вам каким-то таким завуалированным образом в чем-то признаваться, смотреть на вашу реакцию. Вот как вы будете реагировать. Если вы поддерживаете, говорите: да ну ерунда, справимся, прорвемся, ну, тогда будет смелеть, он будет вам рассказывать, что за причины его там, извините, держат за причинное место. И вот, опираясь на вашу поддержку, может быть, даже совместными усилиями будет решать. Вот как-то так идет, мои хорошие. Кто рассчитывает на встречи, свидания, они у вас обязательно состоятся, особенно если мужчина иногородний, если мужчина по интернету, по переписке. Там мужчинка ведет какую-то бурную, активную деятельность, вещички собирает, билетики покупает, готовится к встрече с вами. Так, и еще вот отдельно мне показали мужчину, который вам что-то обещал. Может быть, подарок, может быть, какую-то поездку, может быть, какое-то действие, да, обещал и, ну, скажем так, сидит, отмалчивается. Значит, девочки готовят, потому что у меня в венце выходит мужчина, у него в руках птичка и рыба. Это говорит о том, что мужчина такие обещания свое исполнит. И мостик, видите, он на мостике стоит. То есть, может быть, сейчас нет возможности приобрести то, что он вам пообещал. Может быть, с денежками у него как-то проблематично. И вот вместо того, чтобы вам, например, признаться, что вот извини, да, ну такая сложная жизненная ситуация, он решил просто отмолчаться, чтобы вы в нем не разочаровались. Но он выполнит это 100%, причем выполнит гораздо больше, чем он вам, например, пообещал. Так, девочки, вот вас хочу предупредить, у вас идет какой-то мужчина на букву «С». Может быть, вы его знаете, может быть, это будет новый мужчина. Да, вот идет этот мужчина, и этот мужчина может спровоцировать ревность со стороны, ну, скажем так, загаданного. Вот приревнует, и поведение его будет, ну, непредсказуемо, честно вам говорю, потому что вот ревность — это же такая штука страшная на самом деле, да, способна, ну, из любого даже, да, самого спокойного человека сделать зверя. Будьте поаккуратней. И если у вас вдруг есть какие-то планы на то, чтобы мужчину спровоцировать на какие-то конкретные действия путем ревности, откажитесь. Откажитесь, это не ваш путь. И поверьте, приведет к совершенно другим последствиям. Не то, о чем вы там представляете, думаете, надеетесь, будет, ну, просто гром и молния. Поэтому, чтобы не было никаких проблем, не провоцируем. Люди, кто в паре, в браке даже, да, например, находятся, если в ваш дом вхож человек на букву «С», постарайтесь, ну, на ближайшие 2 недели просто, ну, отказываться от этих контактов и не впускать мужчину на букву «С» в свой дом, либо, ну, не сближаться с этим человеком. Там неважно, да, там это ваш общий там друг, допустим, да, либо там даже кум может быть, и там человек вам там помощь предложил, там подвести, отвезти, поднести, лучше откажитесь, потому что мне эта ситуация не нравится, она выходит в ущерб с вашей стороны, то есть, ой, видите, как у меня же даже руки дергаются, вот, могут быть проблемы, не дай бог, понимаете, мужчина может быть ваш спокойный, кого вы загадали, но вот провокация какая-то идет, что-то не так поймет.
что-то, знаете, вот там себе напридумывает, чтобы не было проблем. Так, какие еще действия? Ну, вот смотрите, кому-то идет, что-то мужчина пишет. Ну, какое-то сообщение, возможно, даже от мужчины получите. Очень такое двусмысленное, непонятное. Его, знаете, как между строк, наверное, надо читать. Вот вы получите сообщение, почитаете, так скажете, что за ересь. Вот. Но там будет крыться вот какая-то его либо претензия, либо болька по отношению к вам. Очень важно вот понять, да, вот что он туда вложил. Он как будто бы правду расскажет о своих, например, ощущениях, либо о своих каких-то претензиях в вашу сторону. Вы какие-то оба строптивые, честно, и характеры у вас такие сложенные, что у вас, что у мужчины, но вы-то женщина стабильная, вы знаете, чего хотите, к чему идете. А мужчина вот так прям петляет. То есть эмоционально вы сильнее, чем он. Вы этого не понимаете. Вот вы выносливая. Ну да, конечно, вы расстраиваетесь, и переживаете, и боитесь. Вот он чувствует то же самое, только вот кратно умножено, да, на 10 раз. Ну вот представьте, да, вот если вы в тревоге, вот у него тревога в 10 раз больше. Либо вы в подозрениях, а у него в 10 раз больше подозрения. То есть об этом не забывайте. Я вот еще хочу вам сказать о том, что мужчина какой-то грандиозный план вынашивает. Этот план связан либо с переездом, либо с какой-то поездкой, но прям что-то очень дальнее и требует каких-то серьезных капиталовложений. То есть какая-то большая сумма денег должна быть задействована, либо потрачена. Вот. Может быть, вы с ним уже это обсуждали, ну типа там планы, либо возможности, а он к этому серьезно готовится, очень серьезно. И девочки, вот еще кто там, ну, встречается, допустим, да, но кто в браке, те уже знают, а кто просто встречается. Возможно, у вашего мужчины есть план по переезду на новое место жительства. Вот. И может быть, у вас работа, карьера, да, и он постоянно вот ходит и нервничает. А вдруг она откажется, вдруг она не захочет. Вот, что мне делать? Здесь очень важно вам, мужчину, разговорить. Вот, а что ты думаешь, а что ты планируешь? Возможно, мужчина таки вам будет об этом рассказывать, да, и будет вам предлагать. Так что, мои хорошие, мужчина будет действовать. Но действовать как-то вот очень медленно и аккуратно, да, чтобы там лишнего не сделать, лишнего не сказать. Но, тем не менее, он вами очень заинтересован. Вот у тех, кого манипулятор, ну там нужно, девчонки, порядок наводить и в ваших отношениях, и в его голове. Может быть, на меня кто-то обидится, но этого мужчину нужно воспитывать. Вот обязательно. Если все оставить как есть, ну поверьте, с возрастом это все будет усугубляться. Зачем вам это надо? Не надо. Лучше от дурных привычек поманипулировать, да, либо там похитрить, лучше отказаться здесь и сейчас. Здесь либо ультиматум должен быть, либо как-то вот прям, знаете, строго с ним, чтобы он прекратил этим заниматься и это делать. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.